Сегодняшняя проповедь называется «Смирение и лжесмирение». И первое место Писания, с которого я хотел бы, чтобы мы начали, послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Здесь интересные слова сказаны. «Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Друзья, я слишком много лет верующий. Слишком много я видел всего в христианском мире. Слишком много я встречался с разными христианами, с разными людьми, которые исповедуют Иисуса Христа своим Господом. И часто, когда я читаю это место Писания, я размышляю над этим местом Писания и считаю, что в каких-то ситуациях это место Писания можно трактовать совершенно наоборот. Это то, как живет сегодня огромное количество сыновей, дочерей Божьих. Здесь провозглашается: «Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». В жизнях многих людей это место Писания читается так: «Противостаньте Богу и покоритесь дьяволу, и он никуда не денется от вас». Здесь есть глаголы и есть существительные. Два существительных соответствуют двум глаголам, или два глагола соответствуют двум существительным. Вот здесь очень интересный принцип заложен. И это совершенно принцип неба, это принцип духовного мира, это принцип мироздания. Это вещи, в которых мы сегодня должны стоять, за которые нам необходимо цепляться, которые нам необходимо понимать. Наша ответственность сегодня — покоряться Богу и противостоять дьяволу. Два глагола, две сущности, к которым должны быть применимы эти глаголы. Все, что связано с Богом, я должен покориться Ему. Все, что связано с Богом, оно должно быть связано с этим глаголом «покоряться». И вот это действие, которое нам необходимо совершать, покорность, оно вытекает из внутренней сущности, без которой покорность невозможна. Эта сущность называется смирение. Смирение — это то, на чем держится вообще вся сущность Царства Божьего. Смирение – это вещь, на которой стоит сегодня вообще все, что связано с Богом. Хочу познавать Бога, мне надо смирение. Хочу видеть от Бога чудеса, мне надо смирение. Хочу, чтобы у меня что-то менялось, и Бог делал невероятное в моей жизни. Мне нужно смирение. Знаете, смирение – это вообще во многих кругах нелюбимое слово. Смиренные люди – это такие люди безвольные, во многих кругах так считается. Это люди, которые ни на что не способны. Это люди, которые такие, знаете, слабаки по определению. Многие люди почему-то путают слово «слабость» со словом «смирение». На самом деле смирение – это когда я могу самого себя взять, покорить кому-то и отложить самого себя с престола и поставить на этот престол кого-то другого. Смирение – это когда я говорю: «Бог, все, кто я есть, все, что я могу, все, на что я мог бы быть там достоин, способен, я все это беру в один большой кусок и это откладываю и ставлю на первое место, ставлю во главу своей жизни все, кто ты есть, все, что ты можешь, все, что ты хочешь. Я ставлю это на первое место в своей жизни». Когда мы говорим о покорности Богу, это внутреннее состояние, это то, что начинается с моего внутреннего состояния, что все, что я мог бы, все, кем я мог бы, все, что у меня было бы, я это все покоряю под ноги Божьи. Я говорю: «Бог, не вот это все, а только то, что хочется тебе, то, что нравится тебе и то, что ты запланировал для меня». Знаете, что такое покориться Богу? Это когда ты внутри понимаешь, что без Бога я вообще никто. И я не хочу быть кем-то без Бога. Без Бога я ничего не могу достичь. И я ничего не хочу даже достигать без Бога в этой жизни. Без Бога я не могу никогда никем стать. И я не собираюсь никем становиться и чем-то становиться без самого Бога. Это когда Его планы, Его воля, Его желания, вот сама Его сущность, она на первом месте в моей жизни. Это покориться Богу, это смириться перед Богом. И вот здесь такое слово есть: «противостаньте дьяволу». Само слово «противостаньте», оно связано с такими военными действиями. Это когда очень агрессивно с чем-то борешься. Это когда ты очень агрессивно против чего-то противостоишь. Это, например, это два борца, когда один противостоит другому, и он не хочет сделать
сделать ничего такого, чтобы его соперник хоть на грамм одолел бы его, хоть на грамм победил бы его. Это внутреннее состояние, знаете, вот отвержения, отчуждения от всего, что может предлагать для вас этот соперник. Это состояние войны, это состояние нежелания покориться, нежелания согласиться, нежелания смириться с тем, что этот соперник тебе предлагает. Когда мы говорим вот из этого места Писания, из послания Иакова, 4 главы 7 стиха, об этих двух глаголах: покориться только Богу и противостоять только дьяволу. К сожалению, я говорю, я очень много лет верующий. И я вижу, как все наоборот происходит. Мы противостоим Богу, мы противостоим Его путям, мы противостоим Его планам, мы противостоим Его Слову, мы противостоим тому, что Он говорит. И почему-то так легко мы покоряемся тому, что дьявол предлагает для нас. Но, как я уже много раз говорил, для церкви поклонения это вообще не наш путь. Итак, давайте про смирение чуть-чуть побольше, и потом мы немножко поговорим. Место Писания из пророка Даниила. Всем известное место Писания. Еще эти слова были у него на устах, когда с небес раздался голос: «Вот что определяется о тебе, царь Навуходоносор. Твоя царская власть отнята у тебя. Тебя прогонят от людей, и ты будешь жить с дикими зверями, и есть траву, подобно валу. 7 лет пройдет, прежде чем ты познаешь или признаешь, что Всевышний властвует над царствами смертных и отдает их кому пожелает». И тотчас же сказанное о Навуходоносоре исполнилось. Его прогнали от людей, и он ел траву, подобно валу. Его тело омывалось небесной росой до тех пор, пока его волосы не выросли длинными, как перья орла, а ногти не стали точно птичьи когти. Вот здесь интересная история. Мы видим, как человек превращается в животное. Мы видим, как человек превращается в какого-то бомжа. Как человек, который буквально вчера был на пьедестале, вчера был на троне, сегодня он попадает в самую низину человеческого сообщества. Он отвергнут людьми, он ест какую-то нечеловеческую еду, он живет совершенно нечеловеческой жизнью, и он вообще не похож на человека. Волосы длинные, как перья у орла, ногти стали точно птичьи когти. И буквально 7 лет этот человек начинает заниматься бомжеванием. 7 лет этот человек отвержен от людей, от человеческого сообщества. Этот человек переживает глубочайшую трагедию своей жизни. И вопрос всегда, вот когда мы читаем эти истории, когда мы читаем Ветхий Завет, Новый Завет, есть какие-то поучительные истории, всегда есть какие-то предпосылки к тому, что происходит с людьми. Есть причинно-следственные связи. Почему-то это произошло с ним. Почему-то 7 лет он превращается в животное. Или 7 лет он живет как животное. Почему-то в его жизни просто началась вот эта вот черная полоса. Некоторые люди бы сказали, ну, так бывает. Но у Бога не все так просто. Не все так легко, как люди говорят. У Бога зачастую, когда мы начинаем познавать Его Слово, мы начинаем понимать, что есть причинно-следственные связи. Есть последствия нашей жизни. Есть последствия нашего поведения, есть последствия нашего упрямого характера, есть последствия наших действий, есть последствия наших слов. И вот давайте посмотрим 27 стих, там начинается так. Эти слова еще были у него на устах. Вот с каких-то слов началось падение этого человека. Что там за слова такие были? Которые привели его к величайшей трагедии его жизни. Друзья, какие-то слова, но эти слова, они фактически показывали то, что жило в сердце этого человека. Слова были продолжением его состояния внутреннего. Знаете, иногда мы что-то скажем, потом мы говорим, ой, я пошутил, ой, я случайно это сказал. Нет. Иногда это не случайность, это всего лишь проявление того, что внутри живет. Это всего лишь продолжение той внутренней сущности, которая там. Невозможно, знаете, быть благочестивым человеком, читать Писание и просто в один момент, когда тебя подрезали на дороге, заматериться. Невозможно. Невозможно так, ты там стучишь молотком себе по пальцу и говоришь, ой, благослови Господь этот палец. Невозможно, знаешь, если у тебя живет внутри сердца вот это вот состояние благослови, то ты и скажешь его. Если там живет что-то другое, то это однажды все равно вылетит из тебя. И вот в нем что-то жило, что проявлялось через слова. И если мы будем внимательны, мы поймем, что эти слова, они как раз-таки связаны со смирением. Вот здесь написано так, 12 месяцев спустя, когда царь гулял по крыше царского дворца в Вавилоне, он сказал, разве
Не я воздвиг этот великий Вавилон, город царский, своей могучей силой и во славу своего величия. Вообще мне залетело это местописание вот в этом переводе. Спустя 12 месяцев после того, как царь Навуходоносор видел этот сон, он гулял по крыше своего дворца в Вавилоне. «Посмотрите на Вавилон», сказал царь, «я построил этот великий город». Вау, когда вот это «я», оно становится чем-то великим в твоих собственных глазах. Когда ты крутишься или когда ты свою жизнь закручиваешь вокруг своего «я», это начало большущей трагедии, которая произошла с дядькой по имени Навуходоносор. Сразу даже и не выговоришь его имя. Там написано так: «Я построил этот великий город, это мой дворец. Я построил этот великий город силой своего могущества, чтобы показать мое величие». Ребята, сколько здесь «я»? В одном предложении 4 раза дяденька упомянул себя великого. 4 раза себя великого прославил. 4 раза подчеркнул, какой он крутой. Как это похоже сегодня на некоторых из нас. Я чего-то добился. Благодаря мне сегодня есть какой-то прорыв. Благодаря тому, что я сделал, какие-то люди спаслись. Благодаря тому, что я кому-то пророчествовал, жизнь этого человека изменилась. Благодаря тому, что я начал этот бизнес, сегодня люди вместе со мной процветают. Сколько этого «я» в нашей жизни, которого мы даже не замечаем. А знаете, оно приходит постепенно, и оно начинает затенять то большое «я», которое должно стоять на первом месте. «Я» это невозможно назвать. Он. Слово «он» должно стоять на первом месте. Как часто многие из нас, мы как глупые якорщики. Как часто с нами происходит такая дурацкая вещь, как произошла вот с этим дяденькой Навуходоносором. Мы еще ничего практически не видели в своей жизни, но уже столько «я» нашего. О, это я, это я. Это я, это благодаря мне, это от меня, это потому что я что-то сделал, это потому что я сказал правильное слово, это потому что я сделал предложение этой девушке и облагоденствовал ее. Сколько этого «я», подумайте об этом. Мы многие сравниваем себя друг с другом. Бывает так, что вот это вот «я», когда мы видим, что чье-то «я» гораздо больше, чем наше «я», чьи-то достижения гораздо больше, чем наши достижения, это немножко скорбно унижает нас. И это немножко давит на нашу самооценку. Когда мы попадаем в общество людей, которые достигли, как нам кажется, большего, чем мы, это немножечко давит на нашу внутреннюю самооценку. И это тоже состояние, когда «я» на первом месте. Когда мы внутри задавлены, когда нам кажется, что по сравнению с другими людьми мы чмо последнее. Это другая крайность состояния, когда отсутствует понятие смирения. Когда опять-таки «я» на первом месте в нашей жизни. Когда мы попадаем в сообщество людей, которые, может быть, только начинают свой путь, а мы уже чего-то достигли. У нас уже что-то получилось. Мы смотрим на этих людей, сравниваем себя с тем, что есть у них, сравниваем с тем, что есть у меня, и мы думаем: «Я-то гораздо покруче». И это другая крайность состояния, которое было у Навуходоносора. Друзья, и одно, и другое. Это полное отсутствие смирения. И это тот путь, который нам не нужен вообще. Это тот путь, которым нам не надо идти, потому что этот путь всегда заканчивается, как у этого дяденьки Навуходоносора. 7 лет бомжевать. 7 лет трагедии. 7 лет, благодаря Богу, он вообще хоть за 7 лет чему-то научился. Есть огромное количество людей, которые вот остаток жизни они проводят в проблемах, потому что они так и не осознали, что есть состояние, где они не готовы смирить свое «я» и поставить «он» на первое место. Легко, вот ты что-то достиг, например, в бизнесе, и ты сравниваешь себя с другими людьми, и ты говоришь: «Я-то уже достиг, я-то уже могу, я-то уже вот в чем-то развился, я уже к чему-то пришел». Когда ты что-то получил, увидел, заслужил, как тебе кажется, что-то у тебя произошло, ты должен понимать одну вещь, что это были дары, которые были даны тебе с небес. Когда это работает в твоей голове, когда ты понимаешь, что я просто сделал то, что мне Бог сказал, и церковь выросла, или она создалась. Я сделал то, что мне Бог сказал, и какие-то изменения в семье произошли. Я сделал то, что мне Бог сказал, и в бизнесе
бизнесе прорыв произошел, или еще что-то, где у нас что-то получилось. Когда ты понимаешь, что за этим, за всем стоял Бог, Его дары, Его Слово, Его понимание. Когда ты понимаешь, кто источник этого всего, тебе очень легко всегда будет находиться в состоянии смирения. Ты будешь говорить: Бог, без Тебя я ничто. Без Тебя я ни на что не способен. Без Тебя все, кто я есть, это человечек, который очень красиво может уйти в ад. Это все, что я могу сделать без Тебя. А все остальное, все доброе, что есть в моей жизни, это благодаря Тебе, Твоим дарам, Твоим талантам, которые Ты мне дал в моей жизни. Если у кого-то сегодня есть бизнес, и он хоть чуть-чуть процветает, и тебе кажется, что благодаря Тебе это все происходит. Если у кого-то есть хорошие отношения с папой, с мамой, или внутри семьи между мужем и женой. И ты думаешь, это из-за того, что я такой хороший, милый, покладистый человек, поэтому у нас такая милая семья. Может быть, там через тебя кто-то покаялся, кто-то спасся, и ты думаешь, это благодаря тому, что я такая дерзновенная пушка Божия, и там я создаю пробуждение на этой земле. Если что-то доброе есть в твоей жизни, я хочу, чтобы ты понимал, это только благодаря Ему. Только благодаря Ему. Еще одно место из послания Иакова. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели 1 главу 16 стиха. Там написано так: «Любимые мои братья, не заблуждайтесь». Он их предупреждает. Он говорит: друзья, пожалуйста, в своей жизни не заблуждайтесь. То есть есть состояние, когда мы можем в чем-то заблуждаться, мы можем недопонимать каких-то вещей. Он говорит: не заблуждайтесь, потому что все добрые, совершенные дары исходят свыше. От Отца светил, у которого нет ни изменения, ни тени перемены. Все доброе. Можешь говорить по-английски. Это добро в твоей жизни. Это от Бога. Можешь сегодня красиво петь. Это от Бога. Можешь сегодня играть. Это от Бога. Можешь сегодня красиво танцевать. Это дар от Бога, чтобы ты этим прославлял Бога. Можешь сегодня открывать бизнес. Это от Бога. Если сегодня ты можешь проповедовать, и люди каются, это от Бога. Если сегодня ты пророчествуешь, это от Бога. Нет ничего, что было бы моим. Когда у тебя такое состояние, это и есть настоящее смирение. Знаете, чем более молодые мы, тем более глупые. Навуходоносор, дяденька, был молодой. Ему упал этот престол. И у него что-то получалось в жизни. Он был воин, он завоевывал территории, он создавал прекрасное царство. При нем Вавилон расцвел. И когда он вышел посмотреть на этот Вавилон, все, что он мог сказать, это я. Это благодаря мне. Это благодаря тому, что у меня образование. Я крутой, я в Англии учился. У меня хорошая мама с папой, которые дали мне хорошее образование. И Бог ему говорит: чухня это собачья. Потому что ты должен одну вещь понять, что все доброе в твоей жизни приходит от кого? От кого? Скажи со мной. Только от Бога. Все, что может окружать тебя доброе. Добрые люди, добрые ситуации, расположение каких-то людей. Знаешь, некоторые люди говорят: я такое слово раньше использовали, я фартовый, в моей жизни там все так складывается, там двери открываются, возможности открываются. Это не ты, это Он. У меня что-то получилось, я что-то смог, я что-то достиг, я был там, я был здесь, я был тут, у меня связи, у меня возможности. Это не ты, это Он. Библия говорит, чтобы никто не хвалился сам собой. Чтобы за все была слава Богу. Когда ты понимаешь, это откровение есть в твоей голове, и чем раньше ты это поймешь, чем более молодым ты это поймешь, тем счастливее и радостнее будет твоя жизнь на этой земле. Не будет этих проблем, которые испытывал Навуходоносор. Так он был молодой, он был глупый, он был тупой, ему нужен был 7-летний урок. Ему нужно было понимание, что он всего лишь пешка или всего лишь, человечек, который взят из праха. Все, что сегодня с ним происходит, это великий Бог его использует. Это великий Бог сегодня пользуется им как сосудом. Завтра он захочет, он поставит кого-то другого, а этот человек превратится в ишака. В вала там написано, он превратился. И давайте посмотрим, чем заканчивается история через 7 лет. В конце этого времени я, Навуходоносор, поднял взор к небу, и мой разум вернулся ко мне. 7 лет человек к этому шел. 7 лет! Кто тебе мешал, дружище, просто выйти из сегодняшнего собрания и начать смиряться, и начать говорить: без Бога я пустое место, без Бога я вообще ни на что не способен, ничего не могу, как говорил Иисус в 15 главе Евангелия от Иоанна, ничего не могу без Иисуса. Это есть смирение, когда внутри тебя один лозунг и девиз, когда ты ходишь и скандируешь: без Христа не могу ничего, бизнес построить не могу без Христа, хорошую семью иметь без Христа не могу, характер свой дурацкий изменить, мышление свое без Него изменить не могу. Ему надо было 7 лет. Урок очень дорогой.
очень тяжелый, очень трудный, но он прошел этот урок. И Библия говорит, тогда и только тогда я благословил Всевышнего, я восхвалил и восславил Его, живущего вечно, владычество Его, владычество вечное, царство Его из поколения в поколение. Человеку 7 лет нужно было бомжевать, жрать траву, быть отверженным от общества, быть похожим на какое-то тупое животное. 7 лет. Он шел к тому, чтобы понять, что все обитатели земли ничего не значат. Он поступает по воле своей с небесными силами и обитателями земли. Никто не властен сдержать его руку или сказать ему, что ты сделал. В то же время, когда вернулся ко мне мой разум, ко мне вернулись и царская слава, и честь, и величие. А помните обещание? За смирением следует что? О, если бы Навуходоносор это знал с юности, как это знаем сегодня мы. За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. И он говорит, ко мне все это вернулось, когда я смирился. Мои советники и приближенные возвратились ко мне, вернули меня на мой престол, и я стал еще более велик, чем прежде. И там написано так: теперь я, Навуходоносор, хвалю, превозношу, славлю Царя Небес, потому что все, что Он делает, есть истина, и все Его пути праведные. И вот здесь интересный вывод. А тех, кто ходит в гордыне, Он властен смирить. Ребят, как только я присваиваю славу Божию себе, как только мне кажется, что я крутой, как только мне кажется, что я чего-то достиг, что я кем-то стал, что у меня что-то получилось, что я лучше того, как только ко мне приходит это состояние, мне нужно вспоминать, что Бог способен. Запомни вот это движение моей руки. Бог способен смирить ходящих гордо. Запомни это. Бог способен. Для Навуходоносора это было 7 лет. Кому-то в тюрьму попасть надо. Кому-то избитым надо оказаться. Кому-то лишиться надо всего, за что этот человек держался. Кому-то надо просто, вот знаете, в грязь лицом бухнуться так, чтобы просто вот лежа в этой луже грязи, вот пускай вот эти пузыри, ты бы плакал и говорил: Бог, я все понял. Кому-то надо, как мне однажды, встретиться с конем, сбить его, и вот чтобы фары светили в небеса, и ты понимал, откуда пришло все благо в твою жизнь, и как быстро ты все это приписал самому себе. Как часто с нами приходит, у нас чуть-чуть получилось, у нас чуть-чуть что-то произошло. Я какой крутой. Не, ну конечно, мы-то уже научены, мы это не показываем, мы не говорим, мы внутри это чувствуем. Мы внутри себя так ведем. Мы внутри уже говорим: ну что ты там мне можешь сказать? Чему ты там меня можешь научить? Я-то вот кто, а ты вот кто. Часто сравнивая друг с другом себя, мы сравниваемся через призму того, как нам кажется, кто я есть. Апостол Павел говорит: я больше всех вас потрудился. Впрочем, он говорит, не я потрудился, а благодать Божия через меня. Он вовремя одергивает сам себя и говорит: ребят, стопе, я чуть-чуть оговорился, не я, благодать Божия через меня. Что-то ты можешь сегодня лучше других. Благодари Бога за это. Что-то есть в твоей жизни. Хоть чуть-чуть, маленькое, лучше или больше, чем у других. Не надо этим хвалиться, хвастаться и превозноситься над другими людьми, и сравнивать себя, и говорить: на велике приехал, а у меня машина есть. Благодари Бога. Завтра можешь на самокат пересесть. Знаешь, это все быстро у Бога происходит. Быстро все у Бога происходит. Как я говорю, вот в эти лужи, в эту грязь мы так часто попадаем, сами не понимая, что иногда Бог позволяет нам увидеть, что без Него мы пустое место. Как часто бывало такие ситуации, когда кто-то что-то сделает, и я говорил: ну как он мог? Он же человек Божий, он такие слова сказал, он вот так себя повел. Через какое-то время точно в такой же ситуации. И ты находишься в этой ситуации, ты лежишь мордой в этой луже, эти пузыри пускаешь, и ты понимаешь: Боже, я все понял, мне больше не надо, этого урока достаточно. Если тебе мало вот этого урока, у Бога есть дальше, глубины есть. Некоторые люди так любят эти глубины Божии. Я иногда говорю: Господи, мне на поверхности нормально. Я готов на поверхности учиться, мне не надо слишком глубоко, чтобы ты мне объяснял какие-то элементарные вещи. Учись на поверхности, учись на глупых ошибках других людей. Иногда я, иногда там Стас, иногда еще кто-то рассказывает нам всякие истории о том, как мы тупили, как мы глупили, как мы делали какие-то вещи. Друзья, мы рассказываем это не для того, чтобы показать, что
что мы идиоты, а для того, чтобы вы не делали этого, или вы чему-то научились через это. В Библии куча историй про одного, другого, третьего, не потому что Бог хочет показать, какие у него тупые служители Божии, а только для того, чтобы мы посмотрели на этот пример и сказали: все, Самсонишка, брат Самсон, я все понял. На твоем примере я даже не буду приближаться к таким женщинам. Все, Давид, я все понял. На твоем примере я даже не буду пытаться перечислить все, что у меня есть. Как помните, однажды Давид от надмения своего или от тщеславия своего, он начал считать, сколько у него людей во владении. Ой, как это быстро с нами происходит. Как это незаметно с нами происходит. Знаете, друзья, всегда хорошо молиться за то, чтобы Божья благодать хранила нас от этой гордыни, от этого состояния, когда мы надмеваемся, когда мы тщеславимся чем-то, когда нам кажется, что мы уже что-то достигли. Просто молитесь, чтобы Божья благодать, она приходила с другой стороны совершенно, чтобы смирение, чтобы кротость была наша одежда, в которую мы одеваемся. Смирение – это когда ты принимаешь то, кто ты есть во Христе Иисусе, а не то, как тебе кажется, чего ты там достиг. Потому что все эти достижения – это всего лишь вещи, которыми Бог нас окружил. И в один момент это все может закончиться. Для того, чтобы я понял, что без Него я пустое место совершенно. Классно, когда ты молишься, утром просыпаешься, ты поднимаешь свои руки и говоришь: Бог, хвалю, величаю Тебя, вот словами Навуходоносора, прославляю Тебя и говорю Тебе спасибо за все добро, что есть в моей жизни, потому что все доброе в мою жизнь пришло от Тебя, начальника, совершителя веры. Ты дал мне то, другое, третье, 10, 15, и Ты окружил меня этим благом. Никогда ничего, даже если тебе кажется, что своей силой ты это достиг, даже если тебе кажется, что в поте лица ты это заработал, даже если тебе кажется, что благодаря своим умственным невероятным способностям это пришло в твою жизнь, просто восхваляй Бога, потому что от Него эти умственные способности, от Него эти возможности, от Него эта сила. Если бы не Он, ничего бы этого в твоей жизни не было. Сколько людей сегодня встречаешь, которые с таким надменным отношением, типа: ой, что вы там, христиане, все, что вы можете, там, молитесь какому-то Богу, какие-то умильные людишки, ни на что не способные. Я хочу еще больше умолиться. И пусть в глазах этих людей я ни на что не способен. И чем меньше меня, тем больше Бога будет в моей жизни. Чем меньше или чем больше люди будут говорить: это вообще не способный ни на что человек, чем больше внутри меня понимание, что я ни на что не способный, тем больше я буду нуждаться в Нем. Я буду искать Его, я буду жаждать Его силы, Его невероятных чудес, свершений. Больше и больше будет этой жажды внутри моей головы. Как только я внутри чувствую, что я что-то могу, я на что-то способен, я вообще перестаю искать Бога. Мне не надо молиться. А что мне молиться за это? Я и так могу. Чем мне молиться за бизнес? Я могу сам деньги заработать. Чем мне молиться за то, чтобы воспитывать детей? Я и сам знаю, как их воспитать. Сколько в нашей жизни такой лжи. Знаете, когда мы говорим про смирение, это вообще гигантская тема. Но это та вещь, о которой нам стоит бодрствовать и за которую нам стоит молиться. Как говорится, смирение приходи на меня, а гордость уходи от меня, да, спасибо. Когда мы говорим о смирении, вот противоположная вещь — лжесмирение. Знаете, иногда это выглядит как смирение. Иногда это похоже на смирение. Когда мы говорим вообще о лжесмирении, мне всегда на ум приходит вот этот мужчина, второй сын отца, который описывается в Евангелии от Луки 15 главы. Давайте мы немножко напомним этот образ себе. Евангелие от Луки 15 глава с 25 стиха. Старший сын в это время был в поле, когда вернулся блудный. Просадил, пробухал, прокутил. Библия говорит, с блудницами там протусовался. Весело провел время. Для Христа не работал, свое сердце не смирял перед Богом. Жил так, как ему нравилось. И вдруг он слышит, что домбра играет, барабаны играют, все играет, танцы, веселье, пляски и вкус шашлыка. Он подходит к дому, услышал в доме музыка, танцы, подозвал одного из слуг и говорит, что происходит? И там интересно так, твой брат пришел, ответил ему тот, и твой отец зарезал откормленного теленка, потому что его сын вернулся живым и здоровым. В это время страшная гримаса сковала морду старшего сына. Рассердился и не захотел войти в дом. Рассердился. Кто из вас когда-нибудь сердился? Из глаз молния, подбородок трясется, руки сами в кулаки складываются, мысли полны желания дать
так, чтобы башка отлетела, чтобы из туфель вывалился. Как многие из нас, да, мы говорим, я, если бы сейчас неверующий был, если бы ты меня встретил 500 лет назад, когда я был там монстр, я бы тебе там сейчас шара-вара. То же самое. Тогда отец вышел и стал его уговаривать. Блин, как я иногда понимаю, что я не похож на этого отца. Че? Щегол, иди сюда. Че ты там встал у двери? Ну-ка иди. Ну че? Здесь отец вышел, уговаривает его. Вот в этом мы не похожи на Отца Небесного. Я расту, слава Богу. Слава Богу, многие вещи я изменил в своей жизни, и еще мне есть куда расти. Но дальше так написано. Сын ответил, все эти годы я работал на тебя как слуга и всегда исполнял то, что ты говорил. Он же злой. Там не было такого, он злой, он рассерженный, у него из глаз молния, он предъявляет. Общались с такими людьми когда-нибудь? Когда он приходит к тебе и предъявляет тебе что-то. И он такой, знаешь, состояние вот это вот, Ты чувствуешь это? Ты же никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. Но когда это твой сын, который растратил твое имущество с блудницами, пришел домой, он еще подчеркивает, что за чмо вернулось домой. Не просто твой сын, который с блудницами все это время где-то валялся. Может быть, он сифилисом больной. Я прикасаться к нему не буду. Это чмо, которое не заслуживает того, чтобы я стоял рядом с ним. И иногда мы такие. Фу, от тебя миром несет. Фу, где ты был все это время? Быстро. Ты оперился, знаешь ли. Еще вчера сам был непонятно в чем. Ты зарезал для него откормленного теленка. И вот тут отец интересные слова говорит: сынок, сказал тогда отец, ты ведь всегда со мной. И все, что у меня есть, все твое. Ребят, он что, не знал об этом, что ли? Он никогда этого не слышал, что ли? Отец ему говорит, вот все, кем я есть, все, что у меня есть, вот это вот все, это тебе принадлежит. Да ты каждый день по козленку мог бы барбекю с друзьями мутить. Каждый день. Он говорит, все это было твое. Вот здесь, знаете, вот если остановиться, дальше он говорит про отношение к братишке. Но вот здесь, если остановиться, в чем проявляется наше лжесмирение? Когда Бог сказал о нас обетование, а мы просто соглашаемся с тем, что дьявол нас в этом обворовывает. Сколько религия, она дурит людей, она говорит, ой, да это неправда, что Бог хочет нас финансово благословить. Это правда. Это обещание ни Дениса, ни какого-нибудь человека, который проповедует тебе с микрофоном эти слова. Это обещания, записанные в Библии. Это обещания, сказанные в Библии. И все, что нужно дьяволу, чтобы ты покорился ему. А каким образом? Это когда он просто приходит к тебе и говорит, в твоей жизни это не будет работать. И ты говоришь, yes, sir. Все! Все, что ему нужно. И Библия говорит, вот в этом смысле мы покоряемся дьяволу. Но знаете, вот это вот сегодня темка есть. 16 глава, 31 стих Деяния апостолов. Это всего лишь про того дядьку, который освободил Павла и Силу из тюрьмы. Там написано, знаете, что там написано? Если будешь веровать, спасешься ты и весь твой дом. Все, что делает дьявол, он вырывает у многих верующих из-под ног основания за то, чтобы ты верил и молился в спасение в своих детей. Если он украдет у тебя это обетование, если он тебе навяжет эти идеи, что это всего лишь для того мужика, что это всего лишь для Корнилия, потому что Корнилию были сказаны те же самые слова ангелам. Он говорит, позови Петра. Помните Корнилия из 11 главы Деяний апостолов? Сегодня мы читали дома. Он говорит, позови Петра. Он тебе скажет такие слова, которыми ты и весь твой дом, вы спасетесь. Это обетование. И когда я стою на этом обетовании, я держусь за это обетование, я провозглашаю это обетование. Пока я это делаю, я в смирении пред Богом. Как только я скажу, ой, не работает, не получилось, не произошло, я покоряюсь дьяволу этим самым. И я нахожусь в лжесмирении, когда дьявол меня оболгал, обманул, обдурил и ржет надо мной и говорит, обдурили лоха на 4 кулака. Сколько этого сегодня с христианами?
Сколько вещей есть в нашей жизни, о которых мы сказали, ну это не работает, ну это не получается, это вот в наши времена, в наши дни уже не актуально. Актуально. Все, что тебе нужно, даже если ты не ощущаешь, не переживаешь, продолжай молиться, стоять, утверждать то, что говорит его священное Писание. Провозглашай. Находи обетования, которые записаны в Евангелиях, находи обетования, которые записаны в Библии, и провозглашай эти места Писания. Знаете, однажды, я помню, мы с женой много лет миссионерствуем, в разных местах начинали, слава Богу, церкви, жили в разных местах, где нам приходилось с нуля строить свою жизнь. Я помню, в один город мы приехали, и через какое-то время в гости пришел пастор один. Пришел этот пастор такой, знаете, зашел к нам в дом, посмотрел по сторонам. И он говорит, каким таким бизнесом вы занимаетесь, что за 2 года вы купили себе дом в этом городе? Да ты что, не знал, что ли? Мы же церковь у нас, мы же за счет церкви живем. Мы же... Как некоторые, да, так говорят. Потому что так легче. Так дьяволу легче тебя дурить. Да, ой, что он там проповедует? Он сейчас пойдет, из этого ящика себе денег наберет, нахавается, оденется, уедет на Мальдивы и будет вам рассказывать о том, как процветать. No. Все эти годы, почти уже 30 лет, я даю десятину, приношения, потому что я знаю, окна неба будут надо мной открыты. Даже когда снаружи кризис, надо мной будет благодать и благословение. У кого-то будет не хватать, кто-то будет жить в долгах, а я знаю, что мой Бог откроет надо мной столько возможностей, что у меня не будет возможности все это вместить, и мне придется раздавать другим людям. Когда этот пастор начал спрашивать, откуда деньги, вообще это всегда вопрос самый главный. Когда с людьми встречаешься, братан, деньги откуда? От Бога. Как? А вот так. Я когда помню, в этот город приехал, мы на съемной квартире, знаете, вот там как-то пытались выживать. Мы жили на съемной квартире, у нас был бизнес, мы начали церковь. И в один день, в один вечер я читал со своими детьми одно из Евангелий. И вдруг я дохожу до этого места Писания. Все Евангелие, это практически обетование. И вот здесь просто я читаю в очередной раз, может быть, в 149 раз я читаю это место Писания. И меня что-то пронзает. Я вижу, что здесь обетование для меня. Матфея 19:29. Всякий, кто оставил дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли. Тут меня, знаете, осеняет. А я же оставил в том месте, откуда я сюда приехал, дома. У меня был дом как минимум. Земли, 4 сотки точно было. Даже не 4, там 2,5 было. Но было! Братьев оставил. Сестер оставил. Библия говорит, ради имени моего, потому что я хотел Богу угодить, потому что я хотел что-то Божие в своей жизни. И там написано, что он получит во 100 крат больше и станет наследником вечной жизни. Вот здесь многие религиозные люди говорят, но это про небо написано. No. Там написано, во 100 крат больше получит. На небе у тебя не будет земли, домов, потому что там уже дома другие совершенно приготовлены Иисусом. Там не будет Бог нам красные книги выписывать, эта земля тебе, эта земля вот тебе. Здесь сказано о земных вещах. И здесь сказано, во 100 крат больше ты получишь здесь на земле. На земле, дружок. И вдруг до меня доходит. И знаете, что я сделал? Я просто понял, что все это время я был ограблен дьяволом. Я жил так. Я приехал в новый город, я начал жизнь с нуля. И, может быть, через 45 лет, когда мне уже надо будет умирать и ложиться в гроб, я получу, может быть, однокомнатную квартиру, заработаю. Красавчик. Отдам Луке. Он говорит, замечательно. У нас мышление ограбленных людей. У нас мышление вот здесь. Людей, которые в лжесмирении находятся. Настоящее смирение, это когда ты видишь это и говоришь, вау, это мое. Я цепляюсь за это, как бультерьер. И я это не отпущу. Я бульдог французский, который духовный бульдог, который вцепился и не отпустит. Это мое. И знаете, что я стал делать? Каждый день, когда я молился, я провозглашал, что здесь, в этом городе, я получаю во 100 крат больше, чем я оставил в том городе. У меня было. Я оставил ради имени Господа моего. И я больше получаю. Я и дом больше имел, и бизнес там вообще двигался, и все было по красоте. И потом, когда этот пастор пришел, откуда ковришки, я говорю, вот отсюда, братан, Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 стих. Как легко нам смириться сегодня с какими-то вещами, которые дьявол нам подсунул под нос. Ты вышла, может быть, замуж за христианина, за верующего человека, через 10 лет этот верующий человек каждый день бухает. Ты смотришь на это чудище и думаешь, ну, наверное, такой у меня путь смирения. Чего?
Не смиряйся с этим. Просто посади это чудище напротив себя и скажи, знаешь, я выходила замуж за верующего. И если завтра ты не станешь верующим, я пошла за Христом, а ты сиди в своей нечистоте. Ты живи вот в этом дерьме. Мне не по пути с тобой. Согласиться с дьяволом – это согласиться с ложью, которую он тебе подсовывает. Как много, знаете, вот с нами происходит. Нам врачи какие-то диагнозы выставили, все, я пошел домой умирать. Чего? Иисус же умер, чтобы ты был здоров, чтобы ты был исцелен. Если бы я не верил в это слово обетования, если бы дьявол меня в свое время обманул, в 96-м году я пережил страшную трагедию в своей жизни. У меня был поломан позвоночник в 3 местах. И мне врачи говорили, хандец тебе, братишки, все, ты всю жизнь будешь нашим клиентом, пациентом. Всегда, каждые полгода ЛФК тебя спасет. Ничто другое тебя не спасет. Сегодня я рассказывал, как я получил исцеление. И если бы я тогда просто позволил дьяволу оболгать, просто обмануть меня и смирился бы с его ложью. Знаете, что такое лжесмирение? Это когда в любой сфере твоей жизни пришла ложь дьявола, а ты с этим смирился. Ну ладно, что делать, все так живут. Не я такой, мир такой. Не я такой, жизнь такая. Все в нужде, все в долгах, все недоедают. Хотя у всех лица вот такие. По 5000 тратят на то, чтобы бегать на каких-то дорожках по утрам в залах. Чего? На некоторых христиан смотришь, говоришь, друг, знаешь что, вот выйди из нашей церкви, ну или из любой другой церкви, выйди, сядь у дороги, как вот слепой Вартимей, только глаза пошире открой и начни считать, сколько машин рядом с тобой проедет, которые стоят больше 50 тысяч долларов. Пройдись по этому району и посмотри на то, сколько эти дома стоят вокруг тебя. 300-400 долларов, как с добрым утром. Почему? Да потому что эти люди, им никто не говорил, что есть дьявол, который сказал, что невозможно заработать деньги. Они не знают об этом. А христиане уже узнали про этого дьявола. И этот дьявол уже им что-то наплел на уши. Невозможно, не сможешь в этой стране, да ты там со своими талантами, без образования, без знания языка, без поддержки снизу, без поддержки сверху, ты чмо последнее. Без Христа ты чмо последнее. Со Христом у тебя есть куча обетований. И не смиряйся с тем, что дьявол тебе предлагает. Итак, я говорю сегодня о смирении, это наш путь, и о лжесмирении, это вообще не наш путь. Если есть какие-то сферы твоей жизни, где какое-то лжесмирение поселилось, где отсутствует сегодня Божие смирение, все, что ты можешь делать, молиться, говорить, Бог, хочу, чтобы Божья благодать и Твое драгоценное слово выровняли это в моей жизни. Ничего страшного, если мы попадаем куда-то. Ничего страшного, если мы учимся каким-то божественным урокам, через разные ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Ничего страшного. Мы все через это берем для себя какие-то уроки, если мы мудрые люди. Аминь.